Сегодня мы проводим итоговое заседание комиссии по реализации проекта «Народный бюджет» на 2019 год. В соответствии с утвержденным положением о проекте «Народный бюджет» с 1 сентября по 1 ноября принимались от инициаторов проекты. По итогам приема заявок на портал OneClick Якутск и в отдел по связям с общественностью соответствующего департамента поступила 131 заявка, которые были распределены и направлены для работы в экспертные рабочие группы. У нас работало 4 экспертные рабочие группы. Первая — это наша столица. Руководитель данной экспертной группы Гоголев Василий Васильевич. Это строительство и реконструкция общественных объектов. Было определено 25 заявок. Благоустройство. Руководитель данной экспертной рабочей группы Федоров Владимир Юрьевич. Здесь по данному проекту мы рассматриваем заявки по благоустройству территории города Якутска и мест массового отдыха населения. Было рекомендовано 35 заявок. Следующая экспертная рабочая группа под руководством исполняющей обязанности руководителя управления культуры Андреевой «Славим Якутск». Здесь рассматривались образовательные, культурные и спортивные мероприятия. И последний, 4-й блок экспертных рабочих групп под руководством Степановой Натальи Романовны. Это город добра. Здесь социальные и волонтерские акции. Утверждено 30 заявок. После итогов работы всех экспертных рабочих групп из рассмотренных 131 заявки прошли отбор только 36. Хотел бы отметить, по нашей столице, по разделу «Наша столица» рекомендовано 13 проектов на сумму 17 миллионов 949 тысяч 360 рублей. По разделу благоустройства рекомендовано 9 проектов. Запрашиваемая сумма 10 миллионов 559 тысяч 958 рублей. По разделу «Славим Якутск» 4 проекта на общую сумму 1 миллион 275 тысяч 881 рубль. И последний город добра. Здесь рекомендовано 10 проектов на общую сумму 16 миллионов 480 тысяч 432 рубля. Хотел бы напомнить, что нам сегодня необходимо произвести путем голосования из всех представленных заявок выбрать заявки на общую сумму 30 миллионов рублей. Я предлагаю приступить к рассмотрению заявок. И начнем мы с раздела «Наша столица». Повторюсь, здесь поступило 13 заявок. Первая заявка — спорт в каждый дом. Вторая заявка — детская площадка для обучения базовым правилам дорожного движения и оборудование для территории детского сада «Золотинка». Третий проект — строительство мемориальной скорби погибшим в гражданской войне. Правильно, да? Четвертый проект — футбольный стадион для детей и взрослых. Пятый — создание зала единоборств на базе школы номер 25. Шестой — сельскому детскому саду современную спортивную игровую площадку. Седьмой проект — соляная пещера для детского сада. Восьмой — детская площадка на Кузьмина 29/2. Девятый проект — строительство благоустройства интерактивной площадки «Территория». 10-й проект — спортивные комплексы «Быстрее, выше, сильнее». 11-й проект — спортивная площадка ТСЖ «Луч», это Дзержинского 77/1. 12-й проект — детская площадка по улице Петровского 27/2, 29/1. И 13-й проект — дворовая зона отдыха для жителей 72-го квартала. Все из инициаторов находятся в зале. По всем 13 проектам. Да, давайте начнем с первого. Местников Дмитрий Алексеевич есть в зале? А кто может вкратце рассказать, что был проект, который был? Член комиссии есть?
Есть у всех такие папки, да? Лучше. Так, спорт в каждый дом. Место реализации проекта «Промышленный округ», Октябрьский округ, Строительный округ и Гагаринский округ. Инициатор проекта Местников Дмитрий Алексеевич. Здесь предлагается поставить 5 высококачественных спортивных уличных площадок по адресам: Кальвица 13/1, дворовая территория школы номер 31, дворовая территория между многоквартирными домами Кирова 31/4А и 31/6, дворовая территория по улице Пояркова 8 и 8/1 и Борисовка, второй квартал между корпусами 15 и 16. Спортивный комплекс, он состоит из скамей, колец, шведской стенки, турников, канатов и так далее. По стоимости. Бюджет проекта: разработка документации, я так понимаю, финансирования не требуется. Трудовые затраты, общая стоимость 150 тысяч рублей и вклад спонсора 150 тысяч рублей. Приобретение материалов, общая стоимость 750, и эти 750 должны пойти за счет средств народного бюджета. И прочие расходы 17 500 рублей. И итого общая сумма 917 500 рублей. Из них запрашиваемая сумма из средств народного бюджета 750 тысяч. Ремонт будет осуществляться за счет ООО «Стройсервис». Предлагаю поставить на голосование, кто за то, чтобы данный проект попал в народный бюджет. Прошу проголосовать, кто за. Голосуют члены комиссии. Есть необходимость зачитать список членов комиссии? Да. Так. Ну, мы... То есть мы сейчас должны сделать отбор тех проектов, которые... Да. Да, да. А потом среди них уже, как второй этап, мы определимся по суммам. Да. По всем есть. Вот сейчас в ваших папках, которые находятся у вас на руках, это те проекты, которые были одобрены экспертными рабочими группами и которые вынесены на сегодняшнее рассмотрение. Нет, всех 131 заявки в этих папках нет. Здесь уже отфильтрованные заявки. Есть? Нет, ну, вам дали заявки. Вот они заявки. Нет, а здесь в списке, здесь только фамилия, имя инициатора, наименование проекта и сумма. Здесь больше ничего нет. Поэтому я считаю целесообразным рассматривать заявку, где есть эскиз. То есть здесь, исходя из набора букв и цифр, определить, насколько это объект привлекательный, да, невозможно. Все-таки необходимо рассматривать заявку. Я сказал 36 на сумму 30 миллионов. Да, сейчас мы определяем те проекты, которые интересны, которые считаются инновационными,
социально необходимыми. Исходя из уже отфильтрованного первого списка, мы перейдем ко второму этапу. Да, совершенно верно. Ну, это не обязательно. Не обязательного условия. Еще вопросы будут или перейдем к голосованию? Да-да. Ну хорошо, хорошо. Давайте тогда пройдемся по всем заявкам. Давайте, да? Да, хорошо. Следующая заявка. Это детская площадка для обучения базовым правилам безопасности дорожного движения. Здесь, да? Галина Александровна, нет? Нет ли? Значит, здесь предполагается объект планируется оборудовать на следующей игровой площадке детского сада номер 16 Золотинка в виде дорожки с асфальтовым покрытием и дорожной разметкой с имитацией светофоров, знаков дорожного движения, регулирующим пешеходное движение. Согласно приложенному проекту, объект будет размещен между существующими игровыми площадками и служить центральной дорожкой к подиуму сцене для непосредственного проведения занятий по дорожной безопасности. По финансированию проекта общая сумма проекта 925 тысяч 44 рубля. Из них вклад инициатора 185 тысяч и запрашиваемая сумма 740 тысяч 44 рубля. Следующий проект – строительство мемориала скорби погибшим в гражданской войне 1918-1923 года. Инициативная группа во главе с Борисовой Светланой Степановной. Присутствует, нет? Предполагается строительство на территории Тулагина-Кильдямского наследия городского округа город Якутск, село Сырдах, вдоль берега озера Кымнылав. Вот. Описание объекта строительства мемориала скорби. Мемориал состоит из двух керамических плит, красной и белой, и соединен бронзовым колоколом. На памятнике нет имен, имеется надпись с информацией о суровой и трагичной странице нашей истории. Реализация проекта будет актуальна в канун столетия установления государственности Якутской АССР. Бюджет проекта в целом 651 602 рубля. Из них за счет средств народного бюджета 500 тысяч. И население 101 620 рублей. И 50 тысяч это спонсор. Далее. Футбольный стадион для детей и взрослых. Предполагается его разместить по улице Короленко 42/1. Это ДЮСШ номер 4. Тип проекта. Значит, инициатор Самков Анатолий Михайлович здесь присутствует, нет? Может представить свой проект? Здесь предполагается реконструкция спортивной площадки. Спортивная площадка была построена в 2005 году и требует капитального ремонта. Футбольное покрытие износилось на 90%. Значит, под видами работ предполагается реконструкция футбольного поля с
трибуной беговой дорожки по периметру. Видимо, так понимаю, с устройством искусственного покрытия. Бюджет проекта 3 миллиона 508 тысяч 983 рубля. Из них запрашиваемая сумма за счет средств народного бюджета 2 миллиона 807 тысяч 186 рублей. И вклад спонсора 701 тысяча 797 рублей. Следующий проект. Создание зала единоборств для школьников и молодежи Сысарского округа на базе 25-й школы. Объект существует. Это будет специальное оборудованное место для занятия спортом. Нет представителей данного проекта. Это представитель инициативной группы, член ООО общественной организации Лига отцов Захаров Иван Юрьевич. Есть здесь, присутствует в зале? Бюджет проекта в целом 5 миллионов 373 тысячи 278 рублей. Запрашиваемая сумма за счет средств народного бюджета 3 миллиона 827 тысяч 28 рублей. И сумма софинансирования, вклад инициатора 375 тысяч и вклад спонсора 1 миллион 170 тысяч 250 рублей. Следующий проект. Сельскому детскому саду современную спортивно-игровую площадку. Место реализации село Табага, улица Строительная, это детский сад номер 103 Родничок. Инициативная группа — это родительские комитеты. Представитель инициативной группы Михайлова Татьяна Владимировна. Присутствует в зале? Здесь предполагается строительство спортивной площадки, в том числе подготовка основания, покрытие игрового поля, зоны с тренажерами и беговой дорожки, резиновой дорожкой, установка детских уличных тренажеров, установка детской полосы препятствий, эскиз заявки прилагается, установка ограждения по периметру. Общая стоимость проекта 1 миллион 797 тысяч 876 рублей. Запрашиваемая сумма 1 миллион 438 тысяч 301 рубль. Вклад инициатора 359 тысяч 575 рублей 28 копеек. Следующий проект. Детская площадка на улице Кузьмина, 29/2. Это в Гагаринском округе. Инициатор Черепанова Юлия Павловна. Присутствует? Нет? Да, соляная комната для детского сада. Предполагается ее устроить на базе 103-го детского садика Родничок. Общая стоимость проекта 608 тысяч. Запрашиваемая сумма 486 400 рублей. Вклад инвестора 121 600 рублей. Ну, я, наверное, не буду говорить о полезности данной соляной комнаты. Вернемся к Кузьмина 29/2. Здесь предполагается строительство площадки. Это описание несколько такое на игровой комплекс. А тут был вообще какой-то проект? Ну, визуализация. Да. И описание минимальное. Описание проблемы. Тип проекта: строительство, реконструкция, ремонт общественных объектов. Описание проблемы. Существующая площадка давно пришла в негодность. Ну и, к сожалению, нет описания того, что будет установлено и отремонтировано на площадке. Общая стоимость 515 тысяч рублей. Из них запрашиваемая 412, 103 тысячи — это вклад инвестора.
Следующая заявка. Строительство и благоустройство интерактивной площадки территория Центра профессиональных проб, выбор проб Якутска. Территория улица Лермонтова, 79. Это детский подростковый центр. Инициативная группа педагогов дополнительного образования является инициаторами. Представитель инициативной группы Маркова Татьяна Федотовна присутствует в зале. Тип проекта стенд общественных объектов благоустройства территории городского города Якутск вместе семейного досуга горожан. Здесь предполагается строительство интерактивной площадки, которая направлена на создание развивающей городской среды для детей от 5 до 18 лет, организацию творческого семейного досуга горожан, создание условий для профессионального роста детей, родителей, педагогов. Эскизный проект здесь имеется. Есть фотографии территории. Общая стоимость проекта 3 миллиона 280 тысяч рублей. Запрашиваемая сумма 2 миллиона 530 тысяч рублей. И вклад инициатора 750 тысяч рублей. Переходим к следующей заявке. Спортивные комплексы «Быстрее, выше, сильнее». Место реализации село Хатасцы, стадион Багарах. Инициативной группы Осипов Алексей Дмитриевич присутствует в зале. Здесь предполагается установка комплексных тренажеров воркаут. На базе этого комплекса будут проводиться различные спортивные соревнования по стрит-воркаут, что даст большой стимул для занятия спортом. Здесь нет стоимости проекта. Да? Здесь почему-то нет. Ну, если посмотреть согласно той таблице, которая у меня имеется, 230 тысяч. Это за счет средств. Следующая заявка. По адресу Дзержинского 77/1, ТСЖ «Луч». Инициатор Доброход, председатель ТСЖ. Она присутствует? Здесь предполагается обустройство такой площадки. Общая стоимость 1 миллион 377 тысяч 930 рублей. Запрашивают сумму 1 миллион 100 тысяч рублей. И 277 тысяч 930 рублей – это вклад инициатора. Следующая заявка – это детская площадка на Петровского. Инициатор ООО «Биосфера». Представитель инициативной группы Евгения Александровна присутствует. Тоже идет речь о строительстве детской площадки. Тоже нет заявления сметы. Сумма, которая требуется за счет средств народного бюджета, 623 200 рублей. Следующий объект – это дворовая зона отдыха для жителей 72-го квартала. Инициатор Центральный округ. Место установки Центральный округ, 72-й квартал, улица Короленко, 19. Инициатор Ноев Николай Афанасьевич. Есть в зале? Да, здесь, к сожалению, тоже нет сметы, но сумма, которая требуется, 2 миллиона 505 тысяч 200 рублей. Это все заявки по дворовая зона отдыха для жителей 72-го квартала, ну и как бы
там есть, нет, были вообще какие-то эскизные? Ну, то есть, как бы, непонятно на самом деле. Тут есть мероприятия по решению проблемы, они прописаны. Проект направлен на обновление и добавление оборудования зоны отдыха. Первое. Детскую площадку забетонировать и сверху застелить искусственную траву. Смонтировать новые игровые оборудования, не написано, подростковое оборудование, подправить существующее оборудование и добавить тренажерный комплекс. Обновить старые скамейки на новые современные скамейки. Все, мы посмотрели по направлению нашей столицы все заявки, которые были одобрены экспертной рабочей группой. Перейдем тогда к процедуре голосования. А вы хотите руководствоваться мнением предыдущей работы экспертов? Я думаю, что мы все-таки должны посмотреть своим взглядом. Суммы в заявках, там, где были, они все указаны. Я их только что называл, исходя из тех документов, которые есть в заявке. Вот откройте заявку, к примеру, дворовая. Нет, вы хотите основываться на мнении других людей, либо все-таки выразить свое мнение. Я считаю, что мы, итоговая комиссия, мы должны высказать свое мнение по данному проекту, но никак не руководствоваться. Рабочей группы по данному направлению у нас Василий Васильевич. Да, Василий Васильевич, у вас есть что сказать? Да, конечно, могу сказать. Вот эти все заявки проходили через нашу экспертную группу, мы их всех рассматривали. Если есть какие-то по каким-то пунктам вопросы, мы ответим. Их просто не приложили. Да. Мы же сказали, что не приложили. По 3 заявкам в раздатке у вас нет, но сумму я озвучил, Татьяна Кимовна. Какие именно вас интересуют? Татьяна Кимовна, я еще раз хочу вернуться к положению. Если вы его читали, там четко указано, что экспертные рабочие группы из всего большого количества заявок отобрали те заявки, которые были интересны, которые имели соответствующее подкрепление в виде софинансирования. И сегодня они вынесены на рассмотрение нам. И мы должны сегодня выбрать. Все вот эти заявки, которые прошли предварительно наша рабочая группа, у них были эскизные проекты, доказательная база, были суммы, которые влаживает сами заявители, спонсорская помощь. Ну да, здесь не полная картина. Не полная картина у них. Это не означает, что их по ним нельзя голосовать. То есть там они отвечали тем требованиям, которые были заявлены заявителем. Все, которые здесь указаны, они прошли те требования по финансовой части, которые мы имеем. Еще такое есть. Конечно, мы рассчитывали на то, что инициаторы проектов, они сюда подойдут и будут их защищать. К сожалению, вот из всех просмотренных ни одного нет. Да, потому что на рабочей комиссии они приходили с эскизными проектами, они выступали, они объясняли, отвечали на вопросы членов рабочей комиссии. Что точно трудно рассчитывал, что они проекты не защищали.
это управа. Это управа. Да, совершенно верно. Да, мы такой вопрос задавали, и мы думали, ответили именно так. Да, конечно. У нас 4 направления. Мы пока рассматриваем только наша столица. Какие мнения у членов комиссии? Мы приступаем к голосованию? Идем по... Где? Нет, тут есть и детские сады, да, и спортивные школы. Татьяна Кирилловна, весь смысл народного бюджета, что здесь объединяются несколько источников финансирования. Это местный бюджет, средства спонсоров, средства инициаторов для того, чтобы реализовать на территории города этот интересный, правильный проект. Поэтому его физическое расположение на территории какого-либо образовательного учреждения не имеет значения. Тем более, вот для этого вам дано право голоса, вы можете проголосовать против. Абсолютно выбор, и вы можете выбрать одну из двух заявок. Нет, почему география всех округов должна быть представлена? А если с Айсарского или с промышленного нет вообще заявок? То есть мы рассматриваем из общего количества заявок, которые поступили. 131 штука, из них 36 мы отобрали для голосования. И сегодня мы должны из этих 36 отобрать лучших. Мы сегодня должны поставить. У нас нет возможности рассмотреть, к примеру, отдельно по данному направлению с заслушиванием всех инициаторов. Уважаемая комиссия, я хочу поставить на голосование вопрос, может быть, мы по данному направлению по нашей столице перенесем рассмотрение заявок и заслушаем самих инициаторов с презентацией их проекта. Я ставлю на голосование. Кто за это предложение, прошу проголосовать. Кто против? 2 против. Кто воздержался? Значит, переносим рассмотрение тогда на именно вот этого направления нашей столицы на следующую неделю. Но у меня просьба обязательно уведомить всех инициаторов, чтобы они подошли на защиту своих проектов. Да.
Вот для этого вам и предоставлено право голосовать. Вот смотрите, это же право выбора. Вот может быть лично я, образно, да, может быть лично я за то, чтобы была соляная комната. А вот Татьяна Кирилловна считает, что нет, там необходима детская площадка. Причем мы рассматриваем одну и ту же территорию, но совершенно два разных проекта. Я считаю, что у каждого человека есть свое мнение, и путем голосования он должен его выразить. Ну и опять-таки, если опять-таки вернуться к площадкам, они по площади, по элементам, они разные. Мы к вопросу о сумме мы еще будем возвращаться, безусловно, будем. Потому что нам придется вкладываться в лимит 30 миллионов, поэтому суммы будут меняться. Повторяю, 17 миллионов 949 тысяч 360 рублей 2 копейки. Я и все суммы назвал в самом начале. Ну вот поэтому мы только что и говорили о том, что мы суммы будем еще пересматривать. Естественно, мы не можем. Мы это делаем в рамках работы комиссии. Я не понимаю, почему сейчас возникают вопросы, которые связаны с положением самой комиссии. Вы, как член комиссии, прежде чем прийти сюда, вы должны были прочитать положение, изучить его. Ну, а тогда почему вы задаете такие вопросы? Далее. Направление благоустройства. Здесь 9 заявок на общую сумму 10 миллионов 559 тысяч 958 рублей 49 копеек. Я сейчас зачитаю фамилии инициаторов. Хотел бы узнать, есть ли такие инициаторы в зале. Альхати Лена Афанасьевна есть? Это вы обустройство двора, детско-спортивная площадка. Рудых Татьяна Владимировна. Бабушкина Венера Анатольевна. Борисов Юрий Петрович. И Ирина Рубертовна. То есть отсутствует только двое. Члены комиссии не возражаете, если приступим к рассмотрению всех заявок. Давайте тогда начнем с Лены Афанасьевны. Прошу. Ну, да, извиняюсь. Прошу, проходите за трибуну. Представьте свой проект. Вкратце, буквально 2-3 минуты. Я хочу напомнить, что заседание нашей комиссии транслируется сейчас в прямом эфире на канале YouTube. На официальном сайте, да. Поэтому запись разговоров, она производится только вот с таких персональных микрофонов, поэтому просто выступать за трибуной. Включите микрофон, пожалуйста. У нас там во дворе находится как бы 2 жилых новых дома, новостройки. У нас нет спортивной площадки для детей, чтобы дети играли, гуляли. Как бы хотим благоустроить двор. Что по проекту вы предусматриваете на этом? Там площадка для грудничного возраста, среднего возраста и для подростков. Спортивная площадка. Там все То есть мероприятие вот это Петровского, Лермонтова, вы говорите, да? Лермонтова 90/5 и Лермонтова там напротив. Здесь Петровского 29/4. Да. Значит, согласно вашей заявке, вы предполагаете обустройство двора парковочными местами и детско-спортивной площадкой. Да. Где будет предусмотрена возможность отдыха всех возрастов. Потому что там выйти негде. Даже с грудными детьми. Какие малые архитектурные формы вы предполагаете или не предполагаете, что
площадки будет? Как она будет выглядеть? Там будет у нас качели, также у нас скалодром будет, также у нас скамейки, также баскетбольная площадка. Значит, общая стоимость проекта 1 миллион 421 тысяча 44 рубля. Из них вклад инициатора 339 тысяч 315 рублей. Спасибо. Есть вопросы? Нет? Далее. Создание спортивной площадки под навесом с уличным тренажером на территории Дома культуры Чечир. Это в Мархе, Заводская 8. Здравствуйте. Я Гульнара Шукуровна, представитель инновационной группы микрорайона Марха. По народному бюджету мною реализовано уже 2 проекта. И в этом году я хотела бы реализовать, конечно, еще один проект. Так, у нас в микрорайоне Марха нету особо ни спортивных комплексов. У нас, да, есть тренажерные залы, но это все равно хотелось еще расширить. Сейчас модно заниматься спортом. У нас молодежь очень хорошо посещает тренажерные залы, которые у нас в Домах культуры. И мы хотели бы на территории Дома культуры Чечир, там есть площадь, где, да, установить уличные тренажеры. Просто, там надо сделать стяжку, постелить покрытие и поставить уличные тренажеры. Судя по заявке, предполагается устройство уличных тренажеров под навесом. Да. Я подготовила проект, только, к сожалению, сегодня я вам не получу. Бюджет в целом проекта 1 миллион 456 тысяч 938 рублей. Из них средства населения 24 тысячи 325 рублей. И спонсор 222 тысячи 800 рублей. Объект будет построен на территории окружного центра народного творчества. То есть я предполагаю, что в дальнейшем будет на балансе данного учреждения и содержаться. Вопросы есть? Спасибо. Следующий тогда. Детям здоровое детство. Их нет, да? Здесь? Это будет. Здравствуйте. Я Столгина, когда Николаевна Кривошапкина. Первый раз участвую. Я предоставила проект детской площадки. Да, вы вкратце расскажите, что предполагаете на данной детской площадке. Это у нас получается на пересечении 3 улиц глубина. Это получается 1/3 села. И вот там у нас нет детской площадки. Детям приходится далеко ходить. Вы общались с администрацией села, в части того, свободен ли этот земельный участок от прав третьих лиц? Да, есть. Да. Я справку предоставила. И там, хорошо, надо обсуждать. А в дальнейшем за кем он будет? Вы обсуждали с администрацией? За администрацией, да. И вы предлагаете установить там игровые комплексы? Качели, балансир, карусель, скалодром. Панельное ограждение. Машины. Ограждение обязательно. Общая стоимость проекта 895 220 рублей. Из них вклад инициатора 200 тысяч рублей. Вы заявляете на потребность 695 220 рублей. Да. Вопросы? Дизайн проекта. Такого нету. Да, заказывать здесь, в городе. У нас есть коммерческое предложение, я предоставила. Откуда буду брать? Здесь будут. И
мы сами будем возить. Да, сертифицированный. Еще вопросы? Спасибо. Далее Афанасий Петрович Чириков. Панда и Мамонт, 16 год. Здравствуйте, меня зовут Афанасий. Представляю 16-й квартал. Ну, этот квартал считается как новым кварталом. Там более 40 домов, то есть, ну, как бы дома новые. Предполагаемо, как бы они строились для молодых семей, ну, учителей и преподавателей. Там сейчас основные дома ведет бюджетник, то есть, ну, управляющая компания бюджетник. Ну, планировалось это как бы архитектурно, и поэтому вот именно вот остался такой большой участок для того, чтобы вот именно в этом микрорайоне проводились какие-то мероприятия, да. Предварительно после этого, видимо, проект как-то был не доработан или финансирование не согласован, может, ну, как-то она осталась позади. Сейчас там находится футбольное поле с зеленым площадкой и детская площадка для детей. А этот большой участок, где построили фигуры мамонта и панды, она как бы просто так, поляна такая стоит. И вот если придется проводить мероприятие всего квартала 16, там строительный округ, или всего квартала, или какие-нибудь другие мероприятия, там просто люди приходят и стоят на углу. Я вот предложил как в проекте облагоустроить этот квартал, то есть именно этот участок, где именно построены вот эти монументы. Там монументы, там сделать нормальный подъезд, вход, закрыть его, положить тротуарную плитку, площадку построить. Ну и чтобы люди там уже не так просто стояли, собирались именно по каким-то мероприятиям. Там поставить скамейки, какие-нибудь тренажеры, то есть на свежем воздухе, да? Также качели и маленькие, ну как бы, чтобы с детьми родители приходили и отдыхали вместе. Вот такой вот проект я хотел бы предложить городу. Ну также она будет как бы и у нас, к сожалению, регламент очень мало времени, да? Ну все, я закончил. Только у поэтому меня есть несколько вопросов. Вы с земельным участком определялись, у кого находится? Да, определялись, там УК строительный округ, но они как бы предварительно переговорились с УК бюджетником, они передадут УК бюджетник, и то есть в дальнейшем за этим там же находится насосная станция, квартальная, на 16 квартал, металлическая стоит, прямо вот. Да. Вот именно вот прямо вот рядом стоит. Она тогда получится прямо в середине всего этого комплекса. Да, это вот именно почему так сделано, я не знаю, но она останется в середине, потому что с этой стороны именно детская площадка благоустроена. Ну, там же запаха. Да, там. Детская площадка уже построена, а рядом уже построена спортивная площадка. Все это закрыто, все загорожено, да. Чтобы, да, может действительно с этой стороны полностью оградиться, и получится так, что подход насосной станции уже как бы более-менее будет закрыт. Ну, дело в том, что там не то, что подход должен быть, там должен подъезд техники к этой насосной станции. Но там я никогда не видел никакого подъезда. Визуально увидеть этот проект, потому что это объект коммунальной. Но там у нас в проекте есть генплан, там ее видно. Могу как бы именно с этого сейчас вам сказать. Покажите, пожалуйста, чтобы потом мы сейчас примем решение, а в дальнейшем этот объект коммунальной инфраструктуры останется без подъездных путей. А именно вот здесь получается вот такая вот где-то 25 на 25, где проводятся эти мероприятия, она как бы вот так работает. Да, там проезд
сохранен станции. Хорошо. Будут вопросы к инициатору проекта? Спасибо. Следующий проект – это детская площадка Кангаласа, молодежная 13, инициатор Инна Евгеньевна. Да, ее нет. Описание проблемы. Проектирование детской игровой площадки для укрепления физического здоровья детей, организация активного отдыха для жильцов многоквартирного дома по улице Молодежная, 13, 14. К сожалению, не указано, что будет на данной площадке. Вот есть описание видов расхода, да. Здесь игровые комплексы песочница, карусель, спортивный комплекс, балансир. Значит, стоимость проекта 576 100 рублей. Из них 100 тысяч вклад инициатора. Следующий проект – благоустройство дворовой территории на Можайском. Татьяна Владимировна. Когда Татьяна Владимировна поднимается, я сообщу, что общая стоимость проекта 4 миллиона 120 тысяч 219 рублей. Из них запрашиваемая сумма 1 миллион 688 тысяч. И вклад спонсора 2 миллиона 443 тысячи рублей. Спонсором является Соловьев Михаил Николаевич. Спасибо. Я живу на Гагаринском округе, на Можайского 13/4. У нас там 3 дома и одна площадка на 3 дома. Наша площадка совсем пустая, можно сказать. Одни старые качели, и мы просим, у нас большая территория площадки, и просим сделать игровую зону и спортивную зону, чтобы она была с покрытием, там, чтобы были качели, карусели, и дети, чтобы могли там поиграть в футбол, баскетбол, и заасфальтировать территорию, потому что у нас там постоянно лужи, постоянно ходят, чтобы подойти к нашему подъезду, нужно положить какую-то досточку, пройти через это лужи. У нас есть представители СКХ или ЖКХ? Да, данный проект не попадает в комфортную городскую среду? Ну, в смысле, не вообще. По комфортной городской среде. Здесь предполагается, что такое изменение зонирования дворовой территории. Нет, это изменение зоны правил землепользования, межевания территорий. Ну да, здесь прописано асфальтирование дворовой территории, обустройство тротуара, спортивной футбольной площадки, обустройство детской игровой площадки. Кто в дальнейшем будет содержать данный объект? Почему? Ну, управа, а потом... А почему управа? Парковку и ну, это же... тротуары. А при чем здесь управа? А при чем здесь управляющая компания? А кто должен? Ну, я думаю, что нужно не управляющую компанию в данном случае просить, чтобы она отработала. Здесь управа должна с жителями сразу отработать, чтобы жители приняли это имущество как общедомовую собственность,
решить вопрос с земельным участком, тогда необходимо земельный участок прирезать к существующему земельному участку по крупному доме. Да. Однозначно я считаю, что данные объекты должны быть собственностью жителей данных государственных домов. Еще вопросы есть? Хотел бы напомнить коллегам, что проект дорогостоящий, общая стоимость проекта 4 миллиона 120. При этом большую часть финансирования предлагается спонсором за счет средств бюджета 1 миллион 688. Ну, вот я хотел бы еще один вопрос узнать. А вы успеете как с собой все это сделать? Ну, просто большой объем работы, поэтому хорошо. Дальше перейдем, да? Венера Анатольевна, село Пригородное, Прокурорское шоссе, 5 километр, номер благоустройства территории Иванского округа, мест массового населения. Это строительство спортивной площадки. Это постройка существующих объектов. Не указано в заявке, что будет размещено на этой площадке. И сумма проекта у нас 900 тысяч рублей. Переходим к следующему проекту. Это озеро Щорса. Войнай, да? Заявитель здесь. Здравствуйте. Меня зовут Борисов Юрий Петрович. Я председатель общественной организации клуба любителей охотничьих собак «Войнай». Наш проект называется «Непедийное озеро». Этот проект мы начали реализовать с 2016 года. Ну, как вы все знаете, это озеро было в запущенном состоянии, заросшее тиной, там мусора очень много было. И вот когда начали реализовать этот проект, мы там все очистили, все это дело, и построили 2 пирса, там скамейки, ну и эти плавучие островка 6 штук, 12 гнезд сделали. И я рад, что этот наш проект полюбился нашим горожанам и гостям. Ежедневно наш проект посещает где-то 300-350 человек, мы специально это считали. И за летний период вот у нас посещает где-то 35-40 тысяч горожан. У нас в планах еще, кроме запуска уток, гусей и лебедей, мы каждый год что-то новое хотим делать. И 2 года подряд там мы проводили соревнования по ловле на удочку, где участвовало где-то 80 человек. И также мы в этом году хотим еще там, чтобы привлечь больше детей, мы там хотим изготовить сказочные скульптуры, персонажи сказочные. Ну, на воде прямо хотим делать русалку, водяного и царевну лягушку. Для этого мы специально договорились с художественной мастерской Юрия Ксенфонтова и готовы все это делать, какие-то персонажи делать в нашем проекте. А кроме этого мы еще в этом году тоже будем проводить соревнования по ловле карася. И хотим даже там организовать спортивную рыбалку
потому что мы 2 года подряд запускали туда рыбу, заработали это озеро. Сейчас там караси и гальян находятся в достаточном количестве. Кроме этого, мы хотим в дальнейшем еще, у нас это в проекте еще не написано, но у нас есть содержание уток, самые проблемы у нас считаются сейчас содержание уток. Давайте конкретно по проекту, мы не будем обсуждать ваши планы. Разрешите перейти все-таки к вопросам. На данный момент вы являетесь пользователем данного водного объекта? Да, этот водный объект, акватория озера, мы взяли на 20 лет в аренду. Министерство экологии полностью. Все. А тогда почему вы пишете, что вы поставите перегородку, разделяющую озеро, так, чтобы... Ну, то есть вы, если будете содержать и очищать озеро, только часть, либо все озеро? Все будем очищать. А это пластиковая перегородка для чего? Нет, ну, чтобы это как-то вот, мы это каждый год как бы ограждали, потому что это дневное время, как-то вот спокойно, а да, ночью начинает там пьяная молодежь приходит, там бутылками закидывает, поэтому вот, чтобы там видно было. То есть вы подтверждаете, что все озеро будете содержать? Да. Второй вопрос. Вы просите за счет средств народного бюджета 951 250 рублей. Я хотел бы знать конкретно, что входит в эту стоимость. Потому что как-то здесь написано, что не только вы говорите о приобретении скульптур, стоимость каждой скульптуры по 60 тысяч, но плюс вы говорите приобретение 60 птиц. То есть если вы за эти деньги будете приобретать 60 птиц, ну, лично мое мнение, знаю как мнение членов комиссии, я скажу нет. Ну тогда. Ну, вот в основной затраты идут на содержание уток, зимнее содержание уток. Потому что вот никто не берется брать наши уток, поэтому приходится их в аренду давать. А вот скульптуры, вот так договорились, вот это по 50 тысяч делают. Ну вот все-таки, уважаемые члены комиссии, содержание уток, приобретение уток может ли быть реализовано за счет средств народного бюджета? У нас же там четко прописаны те мероприятия, которые могут быть профинансированы, связаны с строительством, реконструкцией, созданием, да, каких-либо объектов, элементов благоустройства. Ну, по-моему, содержание животных как-то называется. Так, если вот нет, если еще здесь зарплата, то, ребят, здесь надо подойти все-таки. Например, я хочу сказать, если содержание уток сельхоз или кто-то взялся бы, это намного, на 100, сколько там, на 180 тысяч уже меньше. Вы можете озвучить свою смету? Целиком сумма проекта какая? Сумма проекта у нас в целом. Так, 1 190 000, а так 923 250 мы просим субсидирования, а 267 тысяч мы его еще. А сюда еще не входит, мы ежегодно проводим соревнования, это по ловле, торжественное открытие этого сезона, там много чего мы проводим. Это все конкретно вы обозначили сумму 1 миллион с лишним, да? Как планируется потратить данные средства, на какие мероприятия? Прямо по смете. Ну, по смете вот скульптура 180 тысяч. Так, для охраны объекта мы нанимаем охранников 2 человека на 4 месяца. Это по 15 тысяч мы оплачиваем, и они там в ночное время охраняют этот объект. Потому что без охраны мы уже несколько уток у нас хулиганы уже съели, убили, говорит, даже видео было, как они камнями кидают. Это годовая зарплата? Ну это нет, на 4 месяца. Кроме этого, видеомонтаж устанавливаем на озере. Приобретение уток. Приобретение уток на какую сумму? 92 тысячи мы покупаем. Там 40 уток и 4 гуся. Также мы там делаем это. Там арендуем вагончик для этого. Вот если центральный управа нам... аренды?
арендуем вагон, да, а если покупать вагон, где-то 250-300 тысяч за новый вагон, а мы арендуем за 15 тысяч за 4 месяца. В основном вот сильное содержание 160 тысяч. Если вот куда-нибудь то, что вы назвали, миллион с лишним, ну никак еще не подошли к этой сумме. Что еще? Ветеринарное обслуживание заходит туда, посадка цветов. И это миллион с лишним, это всего лишь на один год? Нет, это 900 тысяч выйдет всего. Это на 1 год? На 1 год. Или на 4 месяца? Нет, на 1 год это там длинное содержание служителей. Вопросы еще будут? Ну, да, нет, ну, я понимаю, что он хороший, да. Экопарк. Мы хотим назвать экопарк. Он совершенно безвозмездный, вы не сказали? Безвозмездный. Нам даже запретили даже какой-то там мороженое продавать в первое время. Детям даже мороженое не продают. У нас там еще провести конкурс деревянных скульптур хотели вокруг озера. Ну, зимнее содержание я потом хочу прямо на озере, хочу построить такой, ну как теплица хочу сделать, и зимой хочу там содержать. Ну, вот туда, думаю, только берем лебедей, а остальных уток сами покупаем. И это намцев, вообще, вот, крестьян. Сейчас никто не берется на зиму уток брать. Они только оставляют свои племенные эти, а вот 30-40 уток никто не берется, поэтому очень трудный вопрос. Если в этом плане, если Минсельхоз или кто-то помог бы, я с радостью бы отдал и уток им. Потому что это головная боль для нас. А стоянку, подъездные пути вы как-то предусматриваете, потому что, насколько я понимаю, так, там совершенно ничего не организовано. Мы там попросили установить светофор, потому что очень опасно там. Я хочу и настаивал, и просил перекрыть вот улицу, где возле гаражей хотели бы на летний период надо перекрыть улицу. Потому что там очень много детей приходит, и машина очень быстро гоняет. 2 случая было, там ребенка задели, там. Поэтому, или на худой конец установить лежащие полицейские. Хорошо. Еще вопросы будут? Ну, я не знаю, у меня есть сомнения в части приобретения содержания уток, как бы вот в этом содержание охраны. И этот проект дорогостоящий, более 1 миллиона рублей, и он всего лишь на 1 год. То есть, по факту, 31 декабря 2019 года ничего не останется. То есть, кто будет содержать этих уток на 2020 год? Пекинских уток придется тогда сдать пекинский ресторан. Нет, ну вот в 2020 году, вот смотрите, а в 2020 году что делать? Ну, вот по новой будем покупать тогда вот это. Нет, вот очень всех добьем. Будьте добры, ответьте на мой вопрос. 1 января 2020 года кто будет этих уток содержать и будут ли они вообще? Как вы в дальнейшем на 20, 21 и последующие годы предполагаете? Если денег будем искать спонсоров, то вот все равно попросим. Или я хочу прямо на этом озере построить такой типа теплицы, и зимнее содержание там будет. Все равно же как убьется. Хорошо, спасибо. Так, переходим к следующему. Можайского 19/3, 19/4. Здравствуйте, меня зовут Ирина Робертовна, я председатель Совета дома, многоквартирного дома Можайского 19/3. Во дворе у нас находится 2 дома, 19/3, 19/4, управляют ими разные управляющие компании, Сфера комфорта и Новатор.
Во дворе нашего дома находятся две площадки, которые в данный момент на балансе управы. Это спортивная и детская игровая площадка. Значит, оборудование там из старых водопроводных труб, ну как это раньше делалось, не сертифицированное и так далее. Ну, все прекрасно понимают, что это такое, да? Все видели наши такие старые площадки. Большим плюсом при подаче вот нашей заявки в народный бюджет является то, что в прошлом 2018 году эта дворовая территория участвовала в программе формирования комфортной городской среды, была отремонтирована, то есть там нас взяли по минимальному перечню работ этой программы, то есть были заасфальтированы проезды вдоль обоих домов, обустроены тротуары, система водоотведения, наружного освещения, также было обустроены парковки и установлены скамейки стилизованные с урнами. То есть вот перечень минимальных работ. Дополнительный, мы также заявлялись в той программе и на дополнительный перечень работ, то есть обустройство спортивной площадки и детской, нас удовлетворили только по минимальному перечню, поэтому мы решили синхронизировать две программы и подали заявку в народный бюджет по обустройству спортивной площадки и детской. Мы изменяем зонирование обеих площадок, то есть чуть-чуть сдвинули эти площадки на самой территории, пришлось сдвинуть, потому что обустраивались у нас парковки. Размеры площадок не изменились. Спортивная площадка предполагается с искусственным покрытием трава, с ограждением, ну, высоким, как положено, да. Далее у нас также там планируется зона так называемого воркаута, где будут установлены уличные тренажеры. В первую очередь кардиотренажеры, мы сделали акцент на этом, чтобы у нас люди преклонного возраста, уважаемого третьего возраста, имели возможность там заниматься. И третья зона – это игровая зона для ребятишек дошкольного возраста и младшего школьного возраста. На этой зоне у нас будет установлены два игровых комплекса, один для самых маленьких дошколят, другой для младшего школьного возраста. Установлен навес. Для чего? Потому что так этот двор сориентирован, что в летнее время там у нас пекло, жару. То есть навес таким образом. Да. Все. Песочницы и так далее. Вопросы есть? Спасибо. Могу. Да? Да, это одна дворовая территория, они находятся параллельно друг другу. Еще плюс можно проговорить, да, Евдокия Ивановна? Дело в том, что этот двор находится у нас рядом три социальных объекта. Это школа 38, старое, да, здание, начальная школа, 24-й, и идет проход к детскому саду «Незабудка». Хочу сказать, что там у нас рядом стоящие дворовые территории, сложившаяся плотная застройка, где нет возможности сделать спортивную и детскую игровую площадку. Поэтому нашими площадками будут пользоваться, вот я посчитала, 6 многоквартирных домов. Это важно. Спасибо. Еще вопросы? Да, предлагаю перейти к процедуре голосования. По первому проекту, который представляла Пахомова Светлана Семеновна, это по обустройству двора детской спортивной площадки. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? По второй заявке создание спортивной площадки под навесом с уличными тренажерами на территории ДК Чечир, поселок Марха. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Далее. Детям здоровое детство. Установка игрового комплекса в селе Тулакино. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался?
Благоустройство сквера Панда и Мамонт, 16-й квартал, который нам представлял Афанасий Петрович. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Можно поднять это временно? Все, кто за, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Детская игровая площадка в микрорайоне Кангалас. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался? Благоустройство дворовой территории на Можайского 13/4, 13/5, 13/6. Кто за этот проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Строительство спортивной площадки в селе Пригородное. Кто за данный проект? Кто против? Кто воздержался? Скульптуры, вот все-таки проект даже назван неверно. Скульптуры на озере Щорса, русалка, водяной, царевна лягушка. Здесь содержание и приобретение птиц нет в проекте. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Обустройство детской спортивной площадки на Можайского 19/3, 19/4. Кто за данный проект? Прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Так, далее переходим к следующему направлению. Это город добра. Или рассмотрим Славим Якутск. Тут всего 4, их поменьше, может быть, людей отпустим. Так. Да? Так, Славим Якутск, 4 заявки. Шилова Надежда Александровна здесь. Сорокина Лена Радомировна тут. Да. Унаров Николай Николаевич и Павлов Алексей Владимирович. Общая запрашиваемая сумма по всем 4 заявкам 1 275 881 рубль. Давайте начнем тогда с Шиловой Надежды Александровны. Проект культурно-исторического образовательного туризма село Табага. Запрашиваемая сумма 155 881 рубль. Прошу очень кратко. Добрый день, уважаемая комиссия. Добрый день, уважаемые участники проекта. 2 минуты. Основная идея — туристическая образовательная сеть. Село Табага — это то место, которому в прошлом году исполнилось 275. И это место, где действительно может быть основано формирование туризма для детей, гражданская позиция. Мы запрашиваем небольшую сумму, и эти денежки, которые мы просим, в принципе, ориентированы только на изготовление сувенирной продукции. То бишь мы планируем приобрести ряд оборудования, которое позволит изготовить памятный подарок, который должен получить каждый ребенок, приходящий на тот или иной маршрут. Маршруты сети указаны в конце буклета. Это исторические тропы, музейные и так далее. То есть это туризм, который предлагается организовать совместно с детьми и взрослыми. Маршруты будут возить дети, причем подразумевается даже на разных языках. Использовать всю территорию Владимировка, Старая и Новая Табага. Оборудование где будет находиться? Оборудование будет находиться в школе. В школе будем учить на этом оборудовании работать детей. На школу, да? На школу. На балансе. Да. То есть
Еще раз по сумме 155 это вы просите, а вторая часть? Вторая часть – это денежки, которые вклад инициатора, он идет в трудовых ресурсах. Все. Суммарная цифра 195 тысяч. Хорошо. Вопросы есть? Что? Ну, насколько мы знаем по положению, была описана возможность нефинансовых средств. То есть это и было и прошлый, позапрошлый год. Можно, да, ту часть спонсора, инициатора, ее можно заменить трудовыми ресурсами. Хорошо, спасибо. Спасибо. Лена Радомировна. Семейный центр культуры и досуга «Рабочий городок» в микрорайоне Марха для детей с ограниченными возможностями. Запрашиваемая сумма 270 тысяч рублей. Добрый день. Сегодня я хочу представить вам проект, который называется «Класс научных экспериментов для детей с ограниченными возможностями здоровья» при культурно-оздоровительном центре «Пульс» микрорайона Марха. По итогам проведения социокультурного мониторинга выявлено, что есть огромная потребность родителей, занятость детей и детей-инвалидов, не выезжая с микрорайона. В 2018 году в рамках Года новаторства при культурно-оздоровительном центре «Пульс» был реализован проект под названием «Детская творческая инновационная студия Junior», который успешно продолжает работать по сегодняшний день. И на базе этой студии планируется открыть класс научных экспериментов с привлечением детей-инвалидов. Чтобы реализовать данный проект, мы нуждаемся в финансировании в размере 270 тысяч рублей. Общая стоимость проекта составляет 390 тысяч, из них 10% личный вклад инициатора, 20% спонсоры. У нас есть пустое помещение площадью 42 квадратных метра, где мы сделаем ремонт. И планируется запуск нашего долгосрочного проекта для детей-инвалидов. У нас есть социальные партнеры, это Совет молодежи микрорайона Марха, Совет ветеранов, Совет общественности микрорайона Марха, Мархинская средняя школа номер 1, и они готовы нам помочь. Так, например, Совет молодежи микрорайона Марха, активисты этого совета будут волонтерами, где они будут помогать в перевозке детей-инвалидов. Будьте добры, покороче, времени очень мало. Хотелось бы услышать эффект от вашего проекта и конкретно, куда вы хотите направить данные средства, на какие мероприятия, на приобретение. И в дальнейшем, если мы говорим о том, что это будет какое-то приобретение, на чем балансе это будет состоять. Уникальность проекта в том, что аналога по республике нету. А вот запрашиваемое, мы хотим приобрести оборудование и материалы, то есть для ремонта нашего пустующего помещения. Это вот столы детские, стулья детские и так далее. Интерактивные доски. Помещение где находится? Помещение находится в культурно-оздоровительном центре «Пульс». Это улица Советская, 6/1. Это же возможно, да, по положению? Хорошо. И в конце хотелось бы отметить, что культурно-оздоровительный центр «Пульс», специалисты нашего, они ежегодно подают заявки на конкурс «Народный бюджет» и ни разу не финансировали. Спасибо за внимание. Вопросы еще есть? Да, давайте перейдем тогда к Николаю Николаевичу. Интерактивные физкульт-минутки. Название такое манящее. Интерактивные физкульт-минутки. Добрый день, уважаемые члены комиссии. Николай Унаров, учитель английского языка МВСОШ номер 32, председатель Совета молодежи микрорайона Марха. Позвольте представить нам уникальный проект, аналогов которого нет на данный момент. Это «Здоровая школа. Интерактивные физкульт-минутки». Учитывая, что времени довольно мало, я сейчас основные моменты нашего проекта проговорю. Главная причина, почему мы взяли за проект, это катастрофическая
состояние здоровья наших учеников. По данным на прошлый год по всей России здоровых учеников составляет 8-10%. Мы предлагаем подойти к этой проблеме комплексно. Если говорить кратко, то мы планируем создать готовый видеокурс «Физкульт-минуток», где главными героями представят наши знаменитые спортсмены и люди, связанные с здоровым образом жизни. Они, как живой пример здорового человека, будут проводить физкульт-минутки для наших учеников. Для каждого спортсмена мы снимем небольшой мотивирующий видеоролик, где спортсмен расскажет и покажет, как он шел к своей цели. Это будет такой начальный мотивирующий фильм. Второй блок физкульт-минуток – это динамические паузы. Во время перемен они будут более динамичными и танцевальными. Все будет это входить в один видеокурс, который мы обозначили как «Здоровая школа». Немаловажный вопрос – это дальнейшее продвижение наших физкульт-минуток. То есть, сделав видеокурс, мы запланировали следующие мероприятия, да, как мы будем их распространять. Ну, первое – это, конечно же, распространение опыта на педагогических семинарах, сессиях. Второе – это работа с населением, проведение физкульт-минуток на общественных площадках города. Немаловажная работа – это совместная работа с управлением образования города Якутска по внедрению физкульт-минуток в учебный процесс школ. Ну и четвертое – это, конечно, физкульт-минуток с помощью СМИ, телевидения и интернет-ресурсов. Вкратце, если говорить, на данный момент мы имеем письма поддержки с управления образования. Они готовы нам помочь. Мы получили письма поддержки близлежащих школ города Якутска, да, и которые находятся в Марте. Ну и, конечно, у нас есть письма поддержки наших родителей и педагогического коллектива. Времени очень мало. Давайте перейдем. Если мы поняли, что вы представляете, да, давайте поговорим о финансовой составляющей. Да, общая стоимость нашего проекта 493 300 рублей. Вклад инициатора 103 тысячи, вклад спонсоров 50 тысяч. Вся сумма запрашиваемая пройдет на необходимые технические материалы для снимок, для видеороликов. То есть это, по сути, будет небольшая медиастудия, компактная медиастудия, которая поможет нам снять видеоролики, которые не будут использованы не только в нашей школе, но и в школах города. Услуги, это будут услуги, это не будет приобретение там, видеокамеры, там, чего-то еще? Нет, у нас прописано в смете именно покупка самих материалов. Все съемки, сведения и так далее мы берем на себя, как школа, как инициатор проекта. Нам сейчас не хватает, скажем так, если говорить вообще о видеороликах, да, и мы планируем их проводить. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос конкретно. За счет этих средств вы будете приобретать услуги по созданию видеоролика, либо вы пойдете купите видеокамеру и будете сами снимать и дальше монтировать? Да, у нас прописаны именно видеокамеры, свет, звуковая аппаратура и так далее. В дальнейшем эти объекты перейдут туда. У нас год добрососедства. Мы планируем нашим школам распространить все физкульт-минутки. Нет, я про видеокамеры, про оборудование. Да. На балансе школы будут? Второй важный момент. Мы планируем использовать все, что мы приобретем в дальнейшем, создавая кружки, то есть имея уже такую небольшую студию по журналистике и съемке. Вопросы у кого есть? Спасибо большое. Спасибо. И последний проект «Школа творчества пространства», мастер-классы для городских жителей. Павлов Алексей Владимирович. Запрашиваемая сумма 500 тысяч рублей. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Павлов. Я основатель творческой платформы «Пространство». И одно из наших направлений – это дополнительное образование. На наших площадках проходят разные курсы, мастер-классы. Данный проект презентует директор творческой платформы Алина Алексеева. Здравствуйте, меня зовут Алина, я
форма пространства, и наш проект называется «Мастер-класс для городских жителей». Почему мы его так назвали? Потому что, на самом деле, как Алексей сказал, мастер-классы мы уже проводим в течение года. С этим проектом мы выходили на улицы нашего города летом 2018 года. Проект имел хороший отклик среди населения городского. Вообще мы верим в потенциал творческий нашего города и стараемся на нашей платформе давать не только платные мастер-классы, но и выходить на такие на социальные проекты. Вот мы предоставили конкурсную комиссию фотографии. Сейчас что не могу всем показать, да? Это были мастер-классы по танцевальным направлениям, мастер-классы по рисунку, мастер-классы по фотографии. Да? Стараемся делать максимально доступными эти направления. К сожалению, сейчас у нас такой возможности меценатства большого нет, но мы можем выступать спонсорами этого проекта в качестве площадки ресурсов. Мы вот видим такую проблему, что, например, наша молодежь, в том числе творческая, в городе зимой, в зимнее время года, нечем заниматься. Бесплатно они ничего не могут получить, никакой досуг. Они ходят в торговые центры, там просто ходят, болтаются, да? Они собираются в какого-то дома. Я извиняюсь, в связи с тем, что время мало у нас. Эти мастер-классы, они будут безвозмездны, да? Да, совершенно верно. Мы просим у города денег вот, в народном бюджете. В целом цена проекта и какие мероприятия будут? Цена проекта 1 000 000 рублей, там 1 153 000 рублей, из которых 500 000 мы просим у народного бюджета в качестве погашения зарплаты преподавателей, которые будут выходить вот на эти мастер-классы и делиться своим опытом. Зарплату мы ставим минимальную, часовую, вне зависимости от количества слушателей. А слушатели это будут горожане, в том числе социально незащищенные слои. Почему? Потому что те, кто хотят пройти мастер-класс, у них есть деньги, они могут это сделать на нашей площадке круглосуточно. И сейчас уже сегодня. Когда мы просим оплатить работу наших преподавателей, мы выступаем в качестве мецената. Мы берем на себя продакшн, то есть распространение информации о том, что существует, потому что, к сожалению, я не знаю... Сколько запланировано курсов надо? 100 мастер-классов мы планируем провести до конца 2019 года, да. В зависимости от того, Охват какой примерно людей? 2500 человек мы планируем, да. Это может быть один и тот же человек на всех мастер-классах. Спасибо. Есть вопросы еще? Но мы берем на себя обязательства по наполнению этих групп, потому что к нам очень часто обращаются школы. Вот, например, сейчас у нас проект по созданию фотокружка, видеокружка. Нам очень часто приходят тренеры и так далее, чтобы мы поделили свои компетенции. Но мы не можем, чтобы наши преподаватели всегда выступали бесплатно, чтобы наша площадка всегда работала бесплатно. Также мы вот в своем проекте предусматриваем проведение открытых больших мероприятий, в том числе можно минутку также снять, например, да, на городских площадках. То есть это площадь Ленина, это парк центральный. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Что, коллеги, давай перейдем к голосованию. Ставлю на голосование первый вопрос. Это инициатор проекта Шилова Надежда Александровна, проект культурно-исторического образовательного туризма село Табака. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Второй проект Гунарова Николая Николаевича, интерактивные физкульт-минутки. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Проект Сорокиной Лены Радомировны, семейный центр культуры и досуга, рабочий городок. Вот семейный центр культуры и досуга, рабочий городок, Джонни Мархаль, дентист. $270 000 Сорокина Лена Радомировна. Кто за данный проект, прошу проголосовать. Кто против? Кто за? Поднимите руку, пожалуйста. Кто против? Кто воздержался? И переходим
последнему направлению, это город добра. Здесь у нас 10 проектов. Кто у нас? У нас отсутствует только по 4-му вопросу. Захарова Анастасия Михайловна. Семейные проекты есть здесь, да? Котельникова Оксана Алексеевна. Куклы лекари есть. И 10-й Захарова Элита Ивановна. Добро и забота. Значит, имеются все. Давайте перейдем к рассмотрению первой заявки. Это Подколова Лариса Александровна. Сохранение окружающей среды и улучшение экологического состояния прилегающих к городу Якутску лесных территорий. Будет организована летняя занятость подростков. Запрашиваемая сумма 497 215 рублей. Добрый день, уважаемые члены комиссии. Я представляю Якутскую городскую общественную молодежную организацию «Подросток». Хочу сказать сразу, конечно, мы не первый год участвуем в проектах «Народный бюджет», и мы получали возможность реализовать эти проекты. Этот проект у нас называется «Экологический калейдоскоп-2», имеет экологическую направленность, которая направлена на сохранение окружающей среды и улучшение экологической составляющей, это прилегающей территории городу Якутску. И вторая часть этого проекта – это благоустройство. Мы планируем, и у нас уже это было, то есть в 2017 году мы выиграли грант президента Российской Федерации. Он тоже был направлен по экологии, да, и этот проект был одобрен Общественной палатой Российской Федерации, был внесен в каталог лучшей практики социальных проектов по Дальнему Востоку. То есть нынешняя наша программа, наш проект, это логическое продолжение проектов, которые были до этого. Суть заключается в том, что мы в летний период с детьми проводим краткие экологические курсы. Потом практические занятия у нас сопряжены с тем, что мы выезжаем на прилегающие территории. Это места массового отдыха наших горожан, которые расположены от 13 до 23 километра Покровского тракта. То есть любимые места, зоны отдыха, где отдыхают наши горожане. Конечно, хочется сказать, и вы все, наверное, меня поддержите, что зачастую, выезжая на природу, люди оставляют за собой мусор. Вот мы занимаемся тем, что приучаем детей к тому, чтобы, будучи на природе, они могли на собственном примере, и мы с ними вместе, убираем этот мусор и, утилизируем его. Вторая часть нашего проекта, мы находимся в 62-м квартале города Якутска. У нас очень большая территория, прилегающая. У нас находятся 2 площадки на нашей территории. И в наших планах мы хотим на одной площадке сделать аллею подростка, потому что она находится непосредственно напротив нашего здания, Ленина 42. У нас там, дома Ленина 42, 44, Октябрьская 3, 3-1, Октябрьская 5, Орджоникидзе 47, 49. То есть массив большой. Площадки имеются, но они, скажем так, не благоустроены, не озеленены. То есть мы планируем посадить там зеленые насаждения, то есть это будут и цветы в летний период, да, и плюс ко всему хотим посадить кустарники, деревья, то есть так, чтобы это было приятно прийти детям отдохнуть, и было не просто песок и железные, как говорится, конструкции. Хорошо, вот в таком плане. Вопросы? Спасибо. Далее проект «Социальная столовая». Запрашиваемая сумма 3 654 604 рубля 80 копеек. Ирина Борисовна, прошу вас. Добрый день, Бузова Ирина Борисовна, социальная столовая для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Работаем с августа 2017 года, а в том году участвовали в народном бюджете.
выиграли 1 200 000, ну и 700 000 епархия уже отправила на социальную столовую. Кормим людей бесплатно, полноценными горячими обедами 3 раза в неделю по направлению супругов. А питаются у нас многодетные семьи, инвалиды, малообеспеченные пенсионеры, погорельцы, одинокие отцы и матери. Хорошо, спасибо. В связи с чем такой рост, если ваша заявка в прошлом году была 1 200 000, то в этом году в целом стоимость проекта какая? 8 миллионов изначально, а в том году просила 5,5 миллионов. Хочу отметить, что столовая работает всего 3 раза в неделю. Понял. 3 раза в неделю работает, а вообще столовая должна работать 6 раз в неделю, да? И мы планировали по 40 человек кормить, сейчас мы кормим по 80. За январь месяц 851 человек получил полноценный горячий обед. Это вот уже в этом году. Я знаю, результат вашей работы. Сардана Владимировна у вас была, вы общались. Спасибо, вопросы будут? Спасибо. Следующий проект Елены Ивановны профилактики и ранняя диагностика онкологических заболеваний и репродуктивной системы женщин города Якутска. Проект профилактики ранней диагностики онкологических заболеваний репродуктивной сферы женщин города Якутска предполагает проведение бесплатных осмотров и исследований ранней диагностики женской репродуктивной системы, да, для жительниц города Якутска с 18 лет и старше, да, независимо от социального статуса. Главное иметь полис с собой ОМС, да, обязательно страхование. Чтобы... Средства 700, в целом стоимость проекта. Да, мы хотим приобрести кальпоскоп, да, своевременный, современный, инновационный, да, чтобы женщина... Кальпоскоп это как бы по типу микроскопа, да, но только чтобы женщина могла и сама визуализировать, да, что у нее внутри нее творится, да, что у нее есть, да, внутри. Ну и также врач, он может на ранней стадии, да, выявить рак, да, или подозрение на рак дальше, взять какие-то мазки. Стоимость проекта в целом. Стоимость проекта в целом, у нас запрашиваемая сумма всего 745, а так стоит проект 4 миллиона. 745 мы хотим просто приобрести новый кальпоскоп, да, чтобы для жительниц предоставить большую, хорошую возможность. Это вообще возможно по положению? Да? Во-первых, начнем с того, что это не наш. Да, нет, почему? Мы бесплатная клиника, мы работаем посредством... Они работают по ОМС. Да. По ОМС. Это первое. А второе, это не государственная клиника, да. Говорить правильно, не платная, не государственная, да? Некоммерческая организация. Не важно, да. И во-вторых, это же все-таки вопросы местного. Ну, нас посещает, например, за 3 года, да, которые мы, за 2,5, у нас 29 тысяч, да, посещений было. Из них 22 тысячи это только городские жительницы города. Да, и это 80%. Здесь вопрос просто. За счет средств бюджета вы приобретете имущество, которое будет находиться у вас. Но он же не ограничится во сроках, да, эксплуатации. Да. Потому что женщина же, она хочет, да, это же будущее материнство, здоровая нация, да, здоровая. К чему мы все стремимся, это, да, если здоровая мама, да, здоровая дочь, это же наоборот хорошо же, да, и на ранних сроках рак выявлять это очень, как бы, хорошо. Еще вопросы будут? Если по статистике, могу свою статистику вам сказать того, что сколько мы выявили за эти годы. Давайте перейдем к следующему вопросу. Захарова Анастасия Михайловна, семейный проект «Отец-наставник и друг». Запрашиваемая сумма 1 100 000 рублей. Захарова Анастасия Михайловна, проект именно семейный «Отец-наставник и друг». Этот проект направлен на укрепление связи между отцом и сыном для пропаганды и укрепления примеров достойного отцовства именно
и сохранения семейных ценностей. Каким образом? Мы прописали там мероприятия, в заявке имеются 6 мероприятий, которые в данный момент из них 5 функционируют. Мы хотим одно большое мероприятие сделать, вот летнее, как бы общий семейный полевой выезд получается. Стоимость проекта? 2 миллиона 914 рублей. Запрашиваемая сумма 1 100 000. Остальные? Остальные это детский подростковый центр. Как бы от инициатора идет. То есть это тоже средства бюджета? Да. То есть дважды средства бюджета? Ну, там от инициатора мы как бы посчитали зарплаты. Смотрите, мы же рассматриваем в качестве инициатора не муниципальное учреждение. Да, то есть тут получается дважды бюджет. 1 100 000 это за счет средств народного бюджета, это бюджет. И 1 800 000 это средства окружного центра, да? Детского подросткового центра. Детского подросткового центра. То есть дважды бюджет. Насколько это правильно? Ну, этот проект как бы имеет место быть. И эти мероприятия у нас имеют положительные отзывы у населения. Мы работаем с управами, с округами. И в целом бюджет 2 900 000 он направляется на какие мероприятия? Это что? Это приобретение? Это приобретение различного оборудования и расходы. Ну, большой расход у нас получается вот именно на полевое вот мероприятие, именно на питание. А так эти оборудования, которые приобретаются, они как бы долгосрочные. Они не рассчитаны на 1 год или там на сколько-то месяцев. Эти оборудования, которые взял и пошел провести очередное. Да, они функционируют по всем округам. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо. Следующий проект это «Вырастайка» Инна Валерьевна. Сумма 120 000 рублей. 720 000 рублей, извиняюсь. Я уже... Здравствуйте. Я заместитель директора реабилитационного центра «Особый ребенок», который работает с детьми с инвалидами, с аутизмом, с детьми с ментальными нарушениями неврологическими. Значит, ввиду того, что наши дети не могут посещать муниципальные детские сады, для этого у нас нет условий, детям нужны тьюторы, группы многочисленные, по 40 человек, но наши дети не могут находиться в таких группах. И у нас созрела такая вот потребность, да, создать малочисленные группы для детей с аутизмом. Значит, у нас маленькие подгруппы, там по 4 ребенка, с ними работают 2 педагога. Педагоги обучились на ABA-терапевтов. Это специалисты, которые работают с поведенческим анализом. Дети все очень сложные, большинство не говорящие, но мы работаем уже 3-й год, и вот на протяжении 3 лет мы смотрим, как у нас развиваются дети. То есть у нас большие такие прогрессы у детей, да. Дети научились общаться друг с другом, они хотят в эти группы, бегом, можно сказать, бегут, и родители получают какой-то отдых небольшой на 3 часа в день, да. Там не только присмотр за детьми, педагоги обучают детей и арт-терапии, и логарифмики, и у них совместные, просто детей учат даже дружить и находиться рядом друг с другом. А для чего эти проекты нужны? Чтобы ребенок потом, пойдя в школу, да, он не сидел на домашнем обучении, как наши дети всегда, оказываются дома, а мог быть в классе, мог быть в обществе. В целом стоимость проекта? Так, в целом стоимость проекта 910 000 рублей, из них 190 000 в администратора. Наша основная статья расходов – это аренда помещения. Так как у нас нет помещения, это вечная наша проблема, мы арендуем помещение, сами его оборудуем. У нас оборудования очень много, да,
все есть, только у нас нет помещения. А какая площадь помещения? 64 квадратных. И форма учреждения еще раз сказать. Ну, в части помещения на будущее, да, вы ко мне подойдите. Вот я вам телефон оставлю приемный, да? Вы ко мне подойдите. Может, подумаю сейчас ваше возвращение. Вопросы? Ну, у нас просто есть там несколько объектов, которые сейчас пустующие. Групповые занятия, индивидуальные занятия. У нас большой спектр услуг. И на данный момент у нас 16 детей, да, 4 группы. Но вот мы хотим вот на следующий год планируем 36 детей. Ну, очень много желающих, очень много. То есть мы бы вообще взяли бы вот 50-100 детей, потому что детей много, каждый год прибавляется, растет даже вот с психоречевыми нарушениями. Ну, у нас, в основном, у нас тяжелые дети, не говорящие, потому что им вообще идти некуда. Ну, у вас же это совершенно безвозмездно. Да, ну, стараемся, но вот индивидуальные занятия, конечно, у нас платные, потому что все держится на плечах родителей. Хорошо, спасибо. Дальше проект «Путь к дому». Оксана Минахматовна. Стоимость не стоимость проекта, извиняюсь, запрашиваемая сумма 3 миллиона 511 тысяч 840 рублей. Добрый день, уважаемые члены комиссии, добрый день, коллеги. Мы здесь защищаем проект «Путь к дому». Я являюсь вице-президентом общественной благотворительной организации «Линия жизни». Организация у нас действует 4 года, официально зарегистрирована. То есть у нас восстановительный центр социальной адаптации граждан, где на сегодняшний день проживает 25 человек. Это бездомные лица, которые освободились у нас. Некуда пойти людям, то есть это люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации. То есть люди у нас проживают стационарно, находятся круглосуточно, получают разовое горячее питание, одежду по сезону, помогаем восстанавливать документы и так далее. В целом стоимость проекта? В целом стоимость проекта, общая стоимость у нас составляет 5 миллионов 236 тысяч 840 рублей. Запрашиваемая сумма 3 миллиона 511 тысяч 840 рублей. И сумма софинансирования, это инициатор и спонсор, 1 725 000 рублей, это мы самостоятельно. То есть центр у нас действующий, вообще этой деятельностью мы занимаемся в городе Якутске с 2011 года. То есть уже более 1000 человек через наш центр прошли. Вопросы? Реабилитационный центр Сайсар Серафим Серафимович. Здравствуйте, меня зовут Иванов Серафим, я председатель общественной организации «Алмаз». У нас в этом городе есть тоже реабилитационный центр маленький, но он для наркозависимых. У нас 10 мест, и в этом году планируем на второй год реабилитационный центр, хотя на безвозмездное пользование нам выдали здание, хотим получить на ремонт. Стоимость в целом проекта 100 тысяч. Вопросы?
школы третьего возраста Светланы Ивановны. Сумма, которая требуется, 2 миллиона 642 тысячи 632 рубля. Добрый день, уважаемые члены комиссии и коллеги. Я являюсь председателем общественной организации «Школа третьего возраста». В нашей столице проживает около 60 тысяч граждан пенсионного возраста. Социализация в современное общество пожилых граждан – одно из самых востребованных направлений социальной политики государства. Наш проект направлен на рост благосостояния жителей города, ведь благополучателями являются десятки тысяч горожан, в том числе дети, внуки, семьи и окружение пожилых людей. Наша школа открыта и доступна для всех, будь то одиноко проживающий гражданин или гражданин, проживающий в семье. Для каждого найдется занятие по душе, начиная с лечебной физической культуры, заканчивая английским языком. В 2008 году школа 5-й раз участвовала на международном форуме «Старшее поколение», где достойно представляет нашу республику. На всероссийских конкурсах танцев не единожды становились призерами, лауреатами и дипломантами. Участвует во всех городских мероприятиях. Школа третьего возраста работает 8-й год, 5 из которых школа работала благодаря энтузиазму ее руководителей и активистов. У нас репутация одной из лучших некоммерческой организаций республики по выполнению показателей эффективности, прозрачности, финансовой отчетности и надежности. А также мы являемся главными исполнителями стратегии действий в интересах граждан старшего поколения. Проект рассчитан на 1 год, но мы работаем уже 8-й год. Общая стоимость проекта «Школа третьего возраста. Путь к активному долголетию» составляет 3 миллиона 331 тысяча. Средства 43 тысячи. Туда входит содержание помещения. Мы находимся на улице Федора Попова, 14/6. Он принадлежит ПИСАС Лена. И на безвозмездной основе содержание. Но все равно это в год выходит где-то 900 тысяч. И мы запросили 661 тысячу. На оплату труда 6 сотрудникам. Это непосредственно администратор, который сидит в школе 5 раз в неделю, полный рабочий день. А мы из расчета по МРОД, минимальная заработная плата и плюс страховые взносы. И все это составило на 6 сотрудников 1 415 000. Это администратор, уборщица и специалисты по социальной работе, которые непосредственно организуют все наши мероприятия. На организацию мероприятий мы запросили 566 тысяч. Это туда входит оплата приезда и больших концертных залов. Но мы стараемся со всеми взаимодействовать и каждый год пишем письма, чтобы нам предоставили со скидкой залы. Нам, в принципе, 50% скидку всегда делают почти, но все равно на коммерческой основе. Да? Если считать не финансовые вклады, да, то у нас есть 35 кружков, которые совершенно бесплатные. Символическая оплата по 100 рублей в месяц. Это как у нас входит учредительный взнос. Все эти средства уходят на хозяйственные, канцелярские нужды и на поддержание чистоты в школе. В 2015 году составило у нас более 2000 именно ветеранов труда, инвалидов и граждан пенсионного возраста. А в этом году мы планируем увеличить до 3500, почти в 2 раза, да? Это именно прямые благополучатели. Если посчитать общее количество благополучателей, то это намного больше. Если рассчитать коэффициент семейности на 3, да? 11 тысяч более 10, это точно. Каждый год мы проводим очень большие крупные мероприятия республиканского уровня. В феврале месяце... Спасибо. Вопросы? Оплата труда... А как же охрана этих гусей или уток, понимаете? Я тоже меня смущает этот момент. Да. Понятно, что в случае принятия решения по данному проекту, естественно, мы по сумме будем думать. Да, а проект, да, хороший.
зарплату, как сказать, администратору, да, который сидит там непосредственно. Я вот как на добровольной основе являюсь председателем. Нет, И дело в том, что уборка, не может за счет средств народного бюджета оплата труда. Оплата труда. Так. Далее. Оксана Алексеевна, куклы лекаря. Куклотерапия. Да, будьте добры. Спрашиваемая сумма 400 тысяч рублей. Время служит. У нас, к сожалению, осталось всего лишь 25 минут для всего. Меня зовут Оксана Алексеевна, я руководитель общественной организации родителей детей с нарушением зрения «Закрытый Каменский». Значит, наша программа заключается в том, куклы лекари, да, значит, детям с ограниченными возможностями, с различными заболеваниями тяжело адаптироваться к современному миру, и их родители переживают негативное состояние. Учителя и воспитатели коррекционных специализированных школ, работающие с ними долгое время, не могут охватить внимание всех детей. И работающие пенсионеры смогут ответственны в работе с такими детьми. В этом проекте у нас мы участвуем первый раз, и мы предлагаем проводить мероприятия по оказанию благотворительной социальной по куклотерапии со школами специализированных коррекционных школ, где в зависимости от обучаются дети, да, с ограниченной возможностью, например, школа находится по Вилюйскому тракту, также будем привлекаем детей со школы номер 36. Вот. И также вот проводили такие работы в летний период на базе летних лагерей, лагеря Бинза. Кроме этого, мы вот работаем, нам предоставили возможность как проводить по воскресным дням такие занятия для детей. Если будете добры, объясните, вот, в принципе, вообще занятия, да, то есть почему куклы, что они делают и какой от этого результат? Куклы имеется. Нет, дело в том, что туда будут включены, помимо того, что занятия родители вместе с детьми, они будут заниматься созданием этих кукол. В последующем также они будут играть или будут задействованы в этих различных спектаклях. То есть мы будем работать над тем, чтобы эти куклы у нас были задействованы в различных сказках, терапии, вот, например, различные сказки народов мира. У нас очень много там различных. В целом стоимость проекта? Мы запрашиваем 400. Стоимость проекта? По-моему, 500. Да. И у нас... куда предполагается направить данные средства? Так, у нас значит, свой личный вклад у нас 1000 это трудовые затраты, будут внесены приобретение материалов, это у нас 50 тысяч, и трудовые затраты у нас 370. То есть это зарплата? Да. У нас туда будут включены различные, мы будем проводить праздники, различные
на поощрение. А вообще практика есть уже? Было? Да, конечно, мы как бы пытаемся своими усилиями с тех пор начали. Да, конечно. По городу очень хорошие результаты. Разными направлениями работают. Ребятами работаем. И как бы даже в течение одного месяца ребята уже могут подготовиться и хорошо. И мы недавно, допустим, провели многолетнюю Вот у меня теперь занятие, теперь вопрос. А эти средства, они куда? Нет, подождите, вот смотрите. Мы же должны эти средства выделить. Они должны быть выделены какому-то юридическому лицу. Правильно? Мы будем регистрировать. То есть на данный момент у вас юридического лица не зарегистрировано. Да. Ну, мы... Нет, я понимаю. Но здесь же физлицо, здесь же идет речь о зарплате. Это большая часть денег, это заработная плата. Это значит налоги, платежи, пенсионный фонд и так далее. То есть в данном случае должно быть какое-то некое юридическое лицо, кто будет свою плату выплачивать. Вот. То есть я смутно вообще понимаю. Один центр, когда Должен быть получатель данных средств. То есть, ну, к примеру, когда мы говорим про вырастайку, про школу третьего возраста, это все юридические лица, да, это автономные некоммерческие организации, школа третьего возраста, общественная организация, это юрлицо. Им на счета будут в случае принятия решения, им на счет будут данные средства перечислены, а потом в конце года данная организация должна отчитаться, она должна предоставить выписки из банка, что это было направлено на зарплату, что выписки из банка, то, что вы с этой зарплаты уплатили налог на доходы физлиц, то, что вы перечислили в фонд социального страхования, то есть все должно быть копеечка в копеечку. Поэтому в данном случае необходимо юридическое лицо. Хорошо, спасибо. Будет сейчас открываться второе, сразу вошли в реестр. У нас мы поэтому торопились, и два проекта как сделать, это не знаю. Хорошо, спасибо. Аэлита Ивановна, это социальная гостиница «Добро и забота». Требуемая сумма 2 миллиона 769 тысяч. Добрый день, уважаемые члены комиссии, уважаемые участники. Значит, я представляю ООО «Вера» с социальным проектом социальной гостиницы «Добро и забота». Это полностью социальный благотворительный проект, то есть мы не пользуемся государственной поддержкой, а полностью существуем на деньги инициаторов этого проекта и спонсоров. Мы работаем с 2017 года, и у нас имеется собственное здание трехэтажное, каменное, переулок Базовый, 2 трехэтажное. За год, который мы работаем, через наши руки прошли... У меня просьба чуть-чуть покороче. Цель проекта, основная цель, основные мероприятия. Да, это социализация лиц, которые не могут попасть в реестр получателей социальных услуг, то есть это люди до пенсионного возраста, это бездомные люди, люди, не имеющие жилья, освобожденные из мест лишения свободы, которые вопрос жильем не решен, ну и так далее, которые людям, проще говоря, людям, которым жить нечего. Почему мы запросили, да, сумму на... В целом стоимость проекта такова? В целом стоимость проекта без учета, значит, расходов по зданию у нас 5 миллионов 379 тысяч рублей. Да? Из этой суммы мы просим 2 миллиона 190 тысяч на пропитание
Значит, на 30 человек в среднем по 200 рублей в день, это в год выходит 2 миллиона 190 тысяч. Мы с этой проблемой столкнулись уже. Поэтому просим выделить кислородный. Сколько у вас сейчас там? У нас 26 человек вообще проживало. Сейчас 7 уже социализированы. Осталось где-то человек 18. А почему вы в форме общества с ограниченной ответственностью? Вы сказали, вы ООО. Почему вы не коммерческая организация? Почему вы именно в форме коммерческой организации? ООО. Ну, это решение было учредителя, да? Я как бы не задавалась этим вопросом. Наверное, скорее всего, из-за того, что часть здания, которое сейчас у нас находится в аренде с последующим выкупом, первая часть дается для того, чтобы поддержать или оплатить коммунальные расходы и прочее, сдают. А некоммерческая организация не имеет права оставаться. Поэтому решили как-то вот. Ну и 579 тысяч запрашивали сумму, мы хотели бы перевести на них расходные, например, матрасы, подушки. Да? К нам выезжала комиссия, смотрели, люди у нас проживают в течение года. Как бы, мы не оснащены столовой, скажем, да? Люди на спонсорские деньги приобретаем продукты питания. Люди, которые уже социализированы, то есть мы им сделали паспорта, устроили их на работу, они потихоньку уже сами часть продуктов приобретают сами там готовят. Хотелось бы оплатить больше народа. Сейчас у нас желающих к нам попасть человек где-то 87 уже записалось. Но мы не можем их осилить. Мы не можем их просто-напросто прокормить. Да, они могут у нас ночевать, да, мы можем выделить сезонную одежду, да, можем выделить кровати, тумбочки, все прочее, но просто мы их не можем прокормить, которые хотели бы с нами все случиться. В рамках 25 человек мы можем сами осилить. Поэтому господдержку мы не просили до сегодняшнего дня. Но учитывая вот такой контингент, который находится на улице, да, вот, нам только на улице. Хорошо, спасибо. Вопросы еще? Нет. Даже? Вопросы? Светлана Алексеевна. Хорошо? Да. Уважаемые коллеги, добрый день. Хочу несколько слов сказать от имени, по поручению, вернее, нашей рабочей группы, как зампредседателя меня поручили выступить сегодня. Мы всего рассмотрели 30 проектов, одобрили 10. Конечно, проекты по нашему направлению, это социальное направление, волонтерские акции. Мы понимаем, что они вот такие сложные. Но, во-первых, сразу хочу обратиться к членам комиссии, чтобы вас не пугали вот эти суммы, эти миллионы. То есть, в принципе, по каждому проекту, и мы проговаривали это, когда встречались со всеми организаторами, можно с суммами поработать. Конечно, от каждой суммы зависит количество людей, получающих вот эту поддержку, количество раз, сколько они покушают и так далее. То есть вы видите, что проекты такие, конечно же, финансово емкие, но не стоит этого бояться. Причем я хочу сказать, что в первую очередь мы поддержали те проекты, которые сегодня, к сожалению, несмотря на то, что во многом это являются государственными полномочиями, но в силу объективных причин, субъективных причин, в силу незрелости нашего законодательства, государство сегодня многим этим направлениям, многим этим организациям не может оказать государственную поддержку. И поэтому сегодня я думаю, что для нас это дело чести поддержать эти проекты, потому что, чтобы мы с вами потом могли вообще чувствовать себя причастными к этим важным проектам. Возможно, многие проекты не такие, скажем, большие, нет таких сотен тысяч благополучателей. Может быть, это десятки, может быть, единицы. Но это те люди,
которые бы без участия вот этих наших граждан сегодня бы просто оказались на улице, а может быть уже и нигде не оказались, потому что сегодня государство не может предоставить действительно эти услуги. Причем вот по этим 3 учреждениям, вы видите, они немножко, может быть, похожи где-то. Это вот то, что Серафим Серафимович говорил, Оксана Кондакова, вот последний проект ООО «Вера». Там, где принимают людей, которым негде жить, которые оказались вообще без всяческой поддержки своих родных, близких. У нас сегодня вот эти бомжи, как мы их там, скажем, называем, люди, освободившиеся из мест лишения свободы, им действительно некуда пойти. Единственная организация республиканская «Терех», сегодня 80 мест, она всегда переполнена. Причем такую категорию, как наркозависимые, туда точно не попадут, их туда никогда не возьмут, как только они, вот, скажем, появляются. И поэтому сегодня, коль государство не может обеспечить этих людей вот всем необходимым, я считаю, что это просто огромное спасибо тем людям, гражданам, которые сегодня занимаются этими вопросами, которые не может решить государство. И поэтому единственная возможность сегодня – это через народный бюджет их поддержать. Они сегодня не стоят в реестре получателей Министерства труда в силу там ряда причин. Кому-то, вот я знаю, Ирине Борисовне в прошлом году министерство весь год обещали поддержку, но так и ничего не получили. И если бы не эта социальная столовая, то 9 тысяч людей у нас бы, ну вот они получили эту помощь социальной столовой. Дети-аутисты. Сегодня государство опять же от них, ну как-то вот только-только начали признавать, что они у нас вообще есть. Потому что несколько лет просто такое делали вид, как будто у нас нет аутистов, там, даунов и так далее. Поэтому проекты очень важные, очень сложные. Поэтому, конечно, коллеги, хочется, чтобы мы их поддержали. А по суммам, я думаю, что мы вместе еще поработаем. Причем мы съездили в эти учреждения, проверили все. То есть они действительно реально работают. Людям там комфортно, люди чувствуют вот эту заботу. И поэтому я думаю, что это действительно важно. Причем все проекты, которые сегодня были озвучены, они все не сегодня появились, и не ради народного бюджета, не ради вот этих мероприятий. Они и дальше будут жить. Но если они будут жить и работать с нашей помощью, я думаю, в первую очередь, конечно, это, ну, скажем, и плюс окружной администрации, что мы поддерживаем вот именно такие проекты. Очень важные сегодня в нашей жизни. Спасибо. Есть еще желающие выступить? Давайте, наверное, перейдем к процедуре голосования. Проект, который по порядковый номер 1 имеет подготовку Лариса Александровна, сохранение окружающей среды и улучшение экономического состояния. Кто за, прошу проголосовать. Проект с порядковым номером 2. Ирина Борисовна, это социальная столовая. Кто за, прошу проголосовать. Профилактика и ранняя диагностика онкологических заболеваний. Елена Ивановна. Кто за, прошу проголосовать. Еще раз поднимите. Кто против? Кто воздержался? Семейный проект «Отец, наставник и друг». Анастасия Михайловна Захарова. Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Скрябина Ирина Валерьевна. Проект студии «Вырастай». Кто за, прошу проголосовать. Оксана Минахматовна. Проект «Путь к дому». Кто за, прошу проголосовать. Проект Иванова Серафима Серафимовича. Реабилитационный центр. Кто за, прошу проголосовать. Григорьева Сардана Ивановна, школа 3-го возраста. Кто за, прошу проголосовать. Котельникова Оксана Алексеевна, куклы лекари. Кто за, прошу проголосовать.
Кто против? Кто воздержался? И Элита Ивановна Захарова, социальная гостиница «Добро и забота». Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Вы воздержались. Уважаемые друзья, на этом сегодня мы заканчиваем. На следующей неделе мы приступим к рассмотрению самого первого вопроса. У меня просьба к организаторам и к экспертной группе все-таки привлечь к участию инициаторов, чтобы мы могли заслушать их. Вот, и результаты они будут озвучены позже, после рассмотрения в целом всех заявок, подведения итогов, подсчета баллов и распределения сумм. Еще раз напомню, что проекты все имеют довольно большие суммы, да, а бюджет у нас ограничен, всего 30 миллионов, поэтому я предупреждаю всех, что возможно будет снижение на сумму. Спасибо всем за работу. До свидания.